Новый год в Кыргызстане начнется с масштабных реформ в сфере дорожного движения. В рамках обновленной системы все частные автошколы страны перейдут под государственное управление, а обучение курсантов будет длиться 14 месяцев. При этом, как отметил управляющий делами президента Ханыбек Туманбаев, сотрудники частных автошкол не останутся без работы. Все частные автошколы смогут работать так же, как и сейчас, но только теперь они будут государственными. Сотрудники этих школ не останутся без работы. Их заработную плату будет выдавать государство. Ханыбек Туманбаев обратился к представителям частных автошкол с просьбой не создавать ажиотажа вокруг данной ситуации. Он озвучил системные проблемы в обучении водителей, которые и стали причиной внедрения столь радикальных мер. Государство не ставит целью извлечь прибыль из реформы. Из-за ваших коррупционных схем, из-за продажи знаний и водительских прав сейчас в ДТП умирают люди. Государство предпринимает такие серьезные шаги, учитывая статистику аварий. Все должны отвечать перед законом. Я думаю, что кыргызстанцы воспримут это правильно. Мы будем не только обучать, а готовить водителей с нуля. Несмотря на ранее предпринятые меры, смертность на дорогах продолжает расти. В этом году число погибших в автокатастрофах увеличилось на 122 человека по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев 2024 года было зарегистрировано 5060 ДТП, а в 2025 году количество увеличилось на 22% и достигло 6208 случаев. В Бишкеке число аварий выросло почти на 37% и превысило 3000, тогда как в Чуйской области количество ДТП превысило 1100, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост числа аварий отразился и на количестве пострадавших. Если в прошлом году за 9 месяцев их было около 7500, то в этом году их число превысило 9000. Количество погибших также увеличилось с 514 человек в 2024 году до 636 в 2025 году. Среди погибших 379 человек были в возрасте от 25 до 65 лет. Согласно данным ГОБДД, более 70% водителей не знают правил дорожного движения. В Бишкеке каждую неделю фиксируется свыше 23 тысяч нарушений, а 90% ДТП происходят по вине водителей, которые даже не помнят, в какой автошколе они проходили обучение. Сейчас будущие водители проходят подготовку всего 2 месяца. Этого недостаточно. Они не успевают за это время полностью изучить правила. Ведь это же не просто теория, а знания, которые обеспечивают безопасность на дорогах. Кроме того, вождение требует большой ответственности. Мы иногда фиксировали моменты, когда водитель даже не знал название своей автошколы. И как они могут знать правила, если не знают, в какой школе они проходили обучение? По словам Бобека Салимжанова, среди будущих водителей существует практика под ключ. Курсант платит определенную сумму и может не посещать занятия. При этом некоторые автошколы помогают таким людям пройти тесты. Сейчас водители обучаются всего лишь 2 месяца и проходят 10-12 занятий. И при этом за рулем машины их учат смотреть только вперед и назад. Они не знают, что такое задний и передний приводы. Элементарно не умеют менять колеса. А за год и 2 месяца они научатся не только правилам и вождению, но и самой культуре вождения. Сейчас мы наблюдаем, как они подрезают дорогу, ругаются друг с другом и создают аварийные ситуации. Новая реформа подразумевает не просто продление срока обучения, а системный подход к ситуации. Под контролем государства курсанты будут обучаться не только управлению транспортным средством, но и навыкам быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. За 14 месяцев они научатся адаптироваться к различным условиям вождения, так как практические занятия включают и зимние, и летние периоды. Дорожные правила – это же все-таки аманат-та. Сен машинада бир айдап баратканда, үй бүлөңдү же башка бир айдап баратканда аманат-та. Ошо тоюм тура эле деп эсептейм мен. Буга чейин мөөнөт өтө аз болчу да 3 айчы вожденияга окутуш үчүн. Ошо 3 айдын ичинде дагы керек болсо ошо толук эмес, толук сабактарга барбай, толук билим албай, ошо экзаменге кирер алдында эле бир аз даярданып туруп эле анан айдоочулук күбөлүктөрүн алып атышпайбы? Эми азыр жок го дейм, водительский солидарность деген.
Бар эле нервный. Продление срока обучения вызвало множество вопросов у кыргызстанцев. Управделами сообщили, что в следующем году появятся онлайн-автошколы. Хочу призвать граждан не беспокоиться, что срок обучения длится долго. Будут созданы онлайн-автошколы, то есть у будущих водителей появится шанс проходить занятия, не выходя из дома или в удобное для них время. В рамках реформы все старые бессрочные удостоверения подлежат замене, так как они не признаются в соседних странах. Процесс начнется с января следующего года. При этом владельцы действующих десятилетних прав смогут пользоваться ими до окончания срока. Замена старых бессрочных будет проводиться бесплатно и без сдачи тестов. Надо понимать, что наше соседнее государство, она не легализована, эти права. Поэтому мы должны его поменять. Потому что срок годности обязательно должен там указаться. Ну, там указано, что 10 лет. И те водительские удостоверения, которые указаны до этого последние, то есть она будет использоваться, никаких проблем нету. Вот именно те старые вот желтые права, то есть она не легализована. Понимаете? Поэтому не пропускает наши соседние государства. А эти права, которые водительское удостоверение, то есть она уже легализована. То есть это международно считается. То есть в любое государство, то есть нашим правам уже можно ездить. Кроме водительских прав, также изменен и формат техпаспортов. Вместо старых бумажных теперь будут карты. А с 3 ноября кыргызстанцы начали получать общегражданские паспорта нового поколения и ID-карты. Мы для легализации, то есть мы отправляем где-то 1000 паспортов, то есть жестким диском, все стран мира. То есть мы прошли. Все на сегодняшний день, кто получит эти паспорта, любой страну мира уже спокойно может, то есть, полететь этим паспортом. И самое главное, мы еще раз хочу повторить, что именно защитные слои, те, которые мы использовали здесь, посмотрите, сравните с другими паспортами, на самом деле, других государств. Даже к нам приехал, то есть, делегация из Таджикистана, первый вице-премьер-министром, то есть они тоже удивились. Канатбек Туманбаев отметил, что новый биометрический паспорт был разработан в течение года. По его словам, в последние годы участились случаи подделки кыргызстанских паспортов, и новый документ имеет уникальную степень защиты. Подделать его невозможно благодаря множеству защитных слоев. Аймерим Назарова, Бекзат Машрапов, ЛТР. Итоги недели.